Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро – весь цвет общественного транспорта для игр Кубка Конфедерации. Для волонтеров, лицам из списка FIFA и, конечно же, зрителям проезд станет бесплатным. Условия простые – показать билеты и паспорт болельщика. Дополнительно будут назначены 2 автобусных маршрута, которые будут курсировать от аэропорта до города Казани. Это непосредственно дворец водных видов спорта и стадион. То есть в данном случае, но для горожан дополнительно работа общественного транспорта будет продлена на 4 часа. Дороги протокольных маршрутов отремонтированы. Гости их смогут оценить уже 18 июня, в день матча между Португалией и Мексикой. Добраться можно будет на поезде. Между городами, принимающими кубок, проезд тоже по особым условиям. Дополнительные бесплатные поезда ходят только между городами-организаторами Кубка Конфедерации. Так, РЖД объяснил, как правильно получить право на бесплатный проезд. В Казани усилят и электрички, до 30 пар пригородных поездов по 6 вагонов в день проведения игр. В игры включится практически весь транспорт, в том числе и железнодорожный. Вот во время проведения отсюда будут отправляться электрички в аэропорт и, конечно же, обратно. Транспортная инфраструктура готова на 100%, об этом заявили в Минтрансе республики. Уверены, что не зря. В Казани ждут большой поток туристов. У нас команды такие, как Португалия, в принципе, Германия, сборная России 22 числа, поэтому интерес будет. Для автовладельцев будет паркинг. В день проведения игр для них составили карту. Территория главного стадиона – табу. Самая ближайшая от Казани арены – парковка возле Дворца единоборств и соседних торговых центров. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.